Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 12 февраля 2024 года, 20:00 по Берлину, 21 час по городу Джохару. Я вас всех приветствую. 20 часов, так я все сказал. Стрим у нас идет на YouTube канале Reality и в TikTok канале, на TikTok Аслан Арцуев. Так, друзья, я вас приветствую. Мавидин, Эдам, Андро, Максим. Я вас всех приветствую, друзья. Алейкум, Хамзат. Шавига Машвор, друзья. Я вас витаю сердечно. Так, слава Ичкири. Героям слава, Максим. Героям слава. Салам алейкум from Georgia. Georgia, Андро, витаю тебя, дорогой. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Всех. Мавидин, всех я вас, друзья, приветствую. Так, начнем тогда. За прошедшие сутки украинскими вооруженными силами уничтожено и ранено 790 террористов, пришедших на украинскую землю. Итого цифра достигла 395 990 убитыми и ранеными, сообщает нам Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. И давайте обсудим. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Наш канал снова подвергается атаке. У нас отписывают, снимают подписчиков. Ну вот, работа ведется. Я просто много раз об этом говорил. Еще раз сегодня повторюсь. Ну, факт есть факт. Работа ведется против нас. Поэтому прошу вас распространять ссылку на наш стрим, чтобы пробить эту блокаду. Когда сейчас с Карлсоном разговаривал террорист, деда-людоед Путин, он сказал, что на информационном поле они проигрывают информационную войну. Так он сказал. Может быть, да, ну не может быть, точно, да, русские проигрывают в информационном пространстве, и это очень круто. Это, 70% успеха, это уже то, что на информационном поле мы выигрываем. Но мой канал почему-то ни американцы, ни западники, ни европейцы, ни украинцы, никто как-то не обращает внимания на то, что мой канал гасят, запрещают, а миллионники разных Фейгиных, Невзоровых и других там преступников, которые запятнали себя своим бэкграундом в непонятных народоубийствах, их не запрещают, а мой запрещает. Ну вот, на всякий случай, еще раз повторяю. Так. Журналисты, так. Соцузаглушить винили есть целурсию эфир dayalı. Aha, понял, Рекс. Evi kırvatsu büyüstük. Hayır masere büyüstük. Так, валейкум салам, Арон. Так, Сансей, Станис, Аслан и всем врагам Капцастана, привет из Украины. Витаю вас, Станис.
Майк Тайсон, ассаламу алейкум, бюстикуль, аслан нохчу махта мацхирю. Дал хилита, Каныч. Майк, Каныч. Хихумацали. Ну, я искал, Рекс, тебя в забаненных. Ну, почему-то у меня их столько этих забаненных было, но оказалось там не так много этих забаненных. И тебя я там не нашел. И вот я думал, выйдешь ты сегодня в эфир или нет. Дигду забанить, Савина. Я просто не знаю, за что там все это было. Так, друзья, давайте я вам сейчас тогда немножко зачитаю новостей. Какие у нас имеются. Так. Фа-фа-фа-фа. Так. Так. Почему в первую очередь США не говорят про проблему чеченцев, о тех мухаджирах, которые ушли из Чечени? Откуда такая уверенность, что надо так сильно Чечне, надо так сильно Чечне поможет США? Ваха. Давай по порядку, у тебя 3 вопроса тут. Почему в первую очередь США не говорит про проблему чеченцев? Дело в том, Ваха, что США это не государство чеченцев. И в их конституции, в законе не написано, что нужно говорить о чеченцах, помогать чеченцам и так далее. Понимаем, да? Это их государство, и если мы с тобой жили бы в богатом, мощном государстве, поверь мне, у нас бы с тобой тоже нашлось бы людей, которые говорили бы, почему мы обязаны каким-то там людям с другого конца мира помогать. И это нормально. У них есть свои пенсионеры, свои инвалиды, свои проблемы, свои дороги, свои социальные там разные обязательства и так далее, и так далее, и так далее. О тех мухаджирах, которые ушли из Чечни, я не понял. Откуда такая уверенность? Уверенности, Ваха, у меня... Я уже много раз об этом говорил, что нам Америка поможет или кто-либо на этой земле нам поможет, у меня нет этой уверенности. Только мы сами можем себе помочь. Лично ты и лично я. Вот кто может что-то сделать. Ну и все, кто нас смотрит, и кого это никто не смотрит, кого это касается. Поэтому уверенности, что нам поможет США, у меня нет. Но у меня есть уверенность в том, что Соединенные Штаты Америки являются справедливым государством. Может быть, это не такое справедливое государство, как нам описывают там в раю, как там все такое и так далее, потому что у каждой страны есть свои проблемы. Но это очень с мощной, сильной историей, очень мощная супер-сверхдержава. И я считаю эту державу мудрой державой. И я обращаюсь к ней для того, чтобы они обратили внимание на нашу проблему. Вот первому вопросу к твоему, который проблема чеченцев, то почему США в первую очередь не обращает? Потому что они не чеченцы, они американцы, у них свое государство. И для того, чтобы они обратили внимание, я пытаюсь привлечь их внимание таким образом и призываю всех. Если ты обратил внимание,
нас уже давно не называют террористами. Обратил, наверное, внимание, да? Для меня, например, хоть я не преследовался как террорист или участник НВФ и так далее, но как человеку, который помогал людям, которых фашистская Россия преследовала, для меня это очень важный момент. Только тот, кого преследовали, только он понимает. А вот остальные, которых это не касалось, они этого не понимают, насколько это большая проблема. Поэтому я вот таким вот необычным способом, или может быть обычным способом, пытаюсь привлечь внимание американцев, чтобы они обратили внимание на тот вопиющий, несправедливый, просто кричащий факт, который произошел с чеченским народом, с чеченским государством. Вот и все просто. Я еще раз говорю, я не являюсь ничьим гражданином, ничьим агентом, никто мне не платит, ни американцы, ни немцы, ни французы. Про фашистов из русистов я вообще молчу. Я это делаю только лишь из своих внутренних убеждений и своего видения нашей проблемы. Я когда сюда пришел, сейчас ситуация изменилась. Намного она, в 1000 раз она изменилась. Может, некоторые еще не поняли, что произошло. Но когда я сюда приехал 9 лет назад, я тоже скрывал свое лицо, я уходил на митинг, закутывал лицо, чтобы меня не узнали. Ну, про меня стуканули. Потому что тут все, кто занимает, всем сейчас ни в коем случае, подавляющее большинство, подавляющее большинство занимающихся политическим, информационным каким-то освещением чеченской тематики, даже не проблем, просто темы, которые касаются чеченцев, они работают на русских. Они работали на русских и продолжают заниматься этой деятельностью. И сейчас ситуация, конечно, в корне изменилась. И я не могу сказать, что это моя заслуга, ни в коем случае. Но маленький свой вклад я тоже внес в это все. И я тебя тоже прошу, присоединяйся, вноси свой вклад. Хочешь, не вешай американский флаг, если ты. Я не за американцев, я не гражданин. Да, я поддерживаю Америку, я буду верен своим словам, которые я говорю. Без сомнения, американцам я их говорю, там, кому угодно, если я как говорится, за свои слова буду отвечать. Да, мула. 100%. Я за чеченцев. Я вижу, что Америка это естественный наш союзник. Ее история развивалась так же, как развивалась наша. Они тоже боролись за свободу, они добились этой свободы. И мне нравится их менталитет, мне нравится их индивидуализм, много что мне нравится в американцах. Так же, как мне нравится в украинцах то, что черты, которые я ранее не замечал, а сейчас я присматриваюсь к этому народу. Хотя там огромное количество пророссийских, так называемых хохлов, людей, которые меня ненавидят лютой ненавистью, как и фашисты с фашистской России. Вот делаю то, что делаю. И поэтому, если вас что-то не устраивает, если вам не нравится американский флаг, я много слышу, американский флаг, я там израильский флаг, там еще что-то. Мне кажется, это ваши такие надуманные страхи. Если вам не нравится, что я делаю, просто не смотрите меня, не заходите ко мне, не комментируйте меня, не давайте мне никаких советов. Повесьте ичкерийский флаг и делайте то, что вы считаете правильным. Уберите американский, просто ичкерийский. Просто ичкерийский поднимите, пожалуйста. Кто мне говорит, американский вам не нравится. Поднимите ичкерийский. Если вы искренне в своих намерениях, если вы не просто зашли так комментарий написать, а реально за что переживать. Потому что это опасно. И у вас у всех есть родственники. И каждый из вас говорит, что засвеченный вац, сацагергалнах бу, со аудалмавати, кидегмадати, сагергална бац, со аудалау, со ишта китамбочу,
Суадавитиша, уктаиш, хюикцабоунас ва конкретно, просто и бейр кюицаша уже хейл мера бетахсон чех бойла. Сейчас садеш дала ди. И все, хаватс у нас, югабо у нас, вахуйцак. Ю, бейр, худинашунцу американч. Худинашунцу американч. Киетваишься просто. Жукча шунца, адина американч шунца, адина немч шунца, адина француз шунца, адина... Гайскшца дина шунума. Гайскшца дина шун, туркшца дина. Туркш, шабеша, по-братски деш, по-брататься деш. Ну, ищ дух, короче говоря, совидение. Иштук совидение. Сошик цани гума юр шварц. Сошик цани гума бог шварц. Это сайна ваш юрас юрак сайн ро ишаwa. Аши гума бог шварц. Со цаму элк дел аша варц нохчи камдуй. Цу цаму аш дел варц. Цаму хардахар абош лил шварц. Я ди бог шварц. Со сайн гуш дега сай исправить далуш ау исправить давай. Дик доаси я во доази далось виги я цедало. Это уже другой вопрос. Но то, что я делаю, я делаю. И все. Хицахамадец. Ва алейкум ассалам. Примашвовель, Мансур, Адам, все, друзья, я вас приветствую. Машвовель Иван. Приветствую тебя, дорогой. Витаю вас, витание всем людям доброй воли. Витаю тебя, Иван, витаю. Так. Машво, Республикан, Шамиль, все, друзья, я просто всех имена назвать не смогу. В Европе можно с паспортом Ичкерии ездить в Европе? Нет, нельзя. Если вас поймают, вас оштрафуют, потому что это не паспорт Ичкерии. Это фейковый паспорт Ичкерии, как все, что связано вот с этими людьми. Это обман, это не настоящий, миллион раз сказал, это не настоящий паспорт. В соответствии с принятым решением парламента Чеченской Республики Ичкерия, звезды на гербе чеченском должны быть пятиконечные, а не девятиконечные, как этот. Видите вот здесь? Они здесь девятиконечные. Это фейк, это обман. Мне тоже его сделали, бесплатно мне его делали. Тоже эти же люди, которые делают его всем. Но люди, которые представляют Ичкерию, не могли не знать, что пятиконечные должны быть здесь звезды. Понимаете? Пятиконечные должны быть. Как вот эти звезды, пятиконечные они должны быть. Как на американском флаге. И есть по этому поводу постановление правительства. И люди, которые были там, Закаев был министром, культуры и так далее, не мог не знать этого. Это сделано умышленно. Умышленно. И если вы обратили внимание, видите вот этот герб на этом, этот волк на этом гербу? Так вот, без вот этого орнамента, потому что вот эти звезды мы уже разоблачили. И мы уже говорим, что это фейковый герб. Это не настоящий герб. Понимаете? Это очень важно. И сейчас, если вы обратите внимание, вот так, без герба, только волк, вот этот лежащий волк, сейчас распространяется на шапочках, на кепочках, на футболках. И эти гербы, которые вы обратили внимание, это волк с нашего герба. Они они распространяют вот этот герб именно люди, которых вы все можете видеть в ТикТок, которые занимаются, резко появились с копом. Еще их прибавляется, видимо, там финансирование идет. Это люди, они распространяют вот этот волк и так далее. То есть, они хотят размыть. Вот есть такой Хусейн Джамбетов, который был в Украине, уехал домой, и сейчас нам его пытаются представить как какого-то там идейного, какого-то Закаев говорит, что у него какая-то миссия там туда-сюда. Это обман стопроцентный. И нам пытаются размыть грани между предательством и доблестью, честью. Они пытаются размыть. Точно так же дело касается и нашего герба.
и нашей атрибутики государственной, они всячески пытаются исказить, чуть-чуть исказить, чтобы у людей возникла путаница. Вот для чего это делается. И ни в коем случае не берите этот паспорт. Есть человек, мне рассказывали, он есть, свидетели, я могу подтвердить свои слова, что из-за этого паспорта человеку против него было возбуждено уголовное дело за подделку документов. Потому что он, хотя здесь в конце написано, что это сувенир, вот здесь в конце написано not valid for travel, не для путешествия. Прям так и написано вот здесь в конце, вы можете увидеть. И эти люди создали человеку проблем просто. Потому что это все обман. Ну да ладно. Ну алейкум ассалам. Машуэль, популярная история. Барка за то, что ответил, брат. Я лютый ичкириец и живу в Европе 21 год и имею гражданство Европы. Отлично, Юзеф, отлично. Иш душун, дег и душун. Так, давайте дальше. Нам, кавказцам, надо привлечь внимание Соединенных Штатов Америки. Да? И получить поддержку и помощь. Совершенно верно, Република. Абсолютно. Салам Машал, Дума Сарга, витаю, шалом, Асамбек, Дели Салам Машал, Ой Машуоль. Так, Армения не даст нам шансы на дружбу со Штатами. Прошу тебя об этом подумать всерьез. Как нам Армения не может не дать? Я думаю, что у нас в Америке есть, скажем так, хорошая репутация в определенных кругах. Вся Америка нас уже не знает, потому что по новостям нас, как во время войны, не показывают. Но многие знают. А вот в истеблишменте американском у нас хорошая репутация. Мы честные, настоящие борцы с фашистской империей. И это доказали наши политики, наши воины и так далее, и так далее. В этом плане у нас ситуация, ну, может быть, не как у армян, конечно. У армяне, они и во Франции есть, и в Америке есть, и у них большая диаспора. И это очень помогает. Но нам повлиять, я не думаю, что армяне или имеют желание нам мешать, или же у них есть возможность нам мешать. Нет, это не так. Дело в том, что за нами наблюдают. Вот мне неоднократно говорили, что мой канал там смотрят, Госдеп смотрит, там другие труды. Я знаю, немцы смотрят, там кому надо, люди смотрят. Ну, я так слышу, там, тут информация поступает. Что там это ты сказал, то сказал, что ты имел в виду, там меня могут переспросить, если я что-то в стриме там что-то такое сказал. И вот нам нужно максимально привлечь внимание к нашей проблеме и донести нашу позицию. И вот мы это должны делать все. Если мы объединяемся в единый кулак, как когда-то мы объединялись в единый кулак вокруг Джохара Дудаева, то я вас уверяю, я вам 100% гарантирую, что американцы будут с нами иметь дело, немцы будут с нами иметь дело, англичане будут иметь с нами дело. Вот и все. Из-за того ажиотажа, который мы создали, и в том числе и я, вокруг Ахмеда Закаева, с ним начали сейчас иметь дело. Потом, как мы все поняли, ну, я, по крайней мере, сделал вывод после попытки неудачной меня вербовки на российские спецслужбы. Все, после этого я об этом говорил, твердил, и все. И у Закаева нету никакого будущего. И вот то, что он делает, это является, ну, не имеет перспективы абсолютно. Хотя заряд был, и я виноват в том числе. И американцам я говорил, Ахмед Закаева нужно поддержать, потому что есть Аят Идигов. Я буквально сегодня смотрел в Фейсбуке. Facebook, сейчас я найду, когда это было. Это было 11 февраля 2017 года, то есть сколько это уже, 7 лет назад получается, когда я сюда приехал и пытался разобраться, кто есть кто. Я общался с Аядом Идиговым, с другими, с третьими там.
И здесь я как раз вот в начале 2017 года писал о том, что постановление о возложении на Ахьяда Идигова всей политической работы от имени парламента Чеченской Республики и президента Аслана Масхадова, исполняющий обязанности председателя парламента Чеченской Республики Ахматов. Но потом я познакомился там с Хусейном Исхановым, который мне объяснил, и что там Ахмед Закаев прав, что он абсолютно 100% патриот, и если он будет предателем, я прямо, тогда говорили Ахмед Закаев предатель, все такое, и я прямо сказал Хусейну, если Ахмед Закаев окажется предателем, тогда что, Хусейн? Все говорят, что он предатель. Он сказал, что это не так, он не предатель, и если это окажется так, то мы найдем возможность остановить его. Меня пытались вербовать 3 года назад люди из правительства, так называемого правительства Ахмед Закаева. После того, как я придал эту информацию огласке и публично об этом рассказал, написал заявление в прокуратуру, рассказал, как есть все везде и всюду, представители Закаева решили меня предать меня анафеме, отлучить меня от всего, проклясть меня решили, короче, старики там собрались, совет старейшин, есть такие люди у Ахмеда Закаева, это все это одна компания, вся одна театральная труппа, они играют роль, очень хорошо играют, ну, в принципе, не могу сказать, что очень хорошо, потому что я человек простой, и если мне чеченец говорит и клянется, то я привык верить просто этому человеку, поэтому, может, он и играл плохо, но я верил, потому что был таков я, да. Но потом, когда они начали меня предавать анафеме, ну, ничего не произошло. Абсолютно ничего не произошло. Никто не останавливает Закаева. Но я подумал, что раз я уже так публично его поддерживал, то я должен публично об этом рассказать. Потому что кто-то поверит. А для меня самое страшное, я себя сейчас вспоминаю, что было. Я с ними участвовал там в разных мероприятиях. Я думаю, не дай бог, я бы умер тогда на этом пути. Фактически я оказался бы в стане тех, против кого всеми фибрами своей души всегда выступал. И получается, я стал бы там марионеткой КГБшников. Ну, слава богу, теперь я на правильной стороне. Я знаю, что есть президиум, есть власть. Эти люди находятся в подполье, потому что их убивают членов их семьи. В отличие от других людей, которых не преследуют, ну и так далее, и так далее. Как-то так, друзья, как-то так, можно много об этом говорить. Так, Маршал Хиль, так. Шамиль, я не знаю, что сказать по поводу твоего комментария. А сегодня Россия почему не убирает доллар полностью? Вах, дело в том, что доллар это мировая валюта. И все сделки по продаже нефти, газа происходят при помощи доллара. Поэтому русские, конечно, убрали бы доллар, убрали бы все, что связано. Но они не могут, просто им нужно какой-то валютой торговать. И вот они сейчас пытаются там китайскими иенами торговать, там рублями они там что-то там чудили. Вообще рубль никто не рассматривает. Сейчас иенами они пытаются у китайцев закупать что-то там, продавать. Ну вот как-то так. Поэтому не все так. Знаете, я позавчера смотрел одного пропагандиста российского. И мы знаем, что они много рассказывают, что они на протяжении уже 2 лет воюют против НАТО, против американцев, там украинцев фактически нет, там одни американцы, поляки, там, ну там со всего мира наемники, ну как в Ичкерии это все, они нам рассказывают. И вот в этой ситуации, когда в Украине происходят вот эти масштабные события,
России нужно вот мысль, которую я вчера на чеченском говорил, сегодня то, что они там за русских, там, что и русские, и там украинцы воссоединятся, там, и так далее, и так далее. И Путин манипулирует теми русскими, которые находятся в Украине. И я задумывался, почему он постоянно говорит русский. Я-то знаю, как он любит русских. Да? В 99 году не мужчин, которых тоже нельзя убивать, а женщин, детей и стариков, спящих в своих домах, он взрывал. В Рязани пытался взорвать, в Москве, в Буйнакске, в Волгодонске. А сколько терактов других было? Метро, переходы, там, автобусы, троллейбусы там, и так далее, и так далее. Ну, насколько сильно он любит русских, я знаю. Это, ну, только клинический идиот может думать, что Путин там за русских и так далее. Ну, за КГБ. И он абсолютно бессердечный человек, и никаких русских ему не жалко, да, кто живет в Украине и так далее. Но он говорит все время, мы воссоединимся, мы там 3-10. Он играет на чувствах. Это просто обман. И надо не тем русским, которые находятся в Украине, поддержать то, что говорит Путин, а тем русским, которые находятся в России, нужно поддержать тех русских, которые находятся в Украине и не хотят этого русского мира. И те русские, которые живут в России, должны понять, что их тоже взорвет Путин или отправит на войну против Украины, против русских, украинцев и всех остальных, кто там выступает против оккупации. Поэтому, ну вот как-то так, да, мы сейчас переплетаются одно на другое. Язык твой, враг твой. Юзин, я дома, во-первых, а во-вторых, не знаю, враг мне мой язык или нет, я знаю, что для фашистской русни и ублюдков, которые им продались, для них мой язык враг, да. Это правда. Так. Поэтому посол в США от Ичкерии должен быть достойным, как вот Аслан, например. Шамиль, я думаю, найдем очень много достойных послов в Соединенных Штатах. Америка союзник многих стран, благослови Бог Америку. Амин, Иван, амин, совершенно верно. Ассаламу алейкум, freedom on freedom, land, Аллах, Казахстан. Алейкум салам. Аслан, ты не понимаешь, флаг США ни при чем. Ичкерию мы сами не сохранили, так же, как и Джохара и Масхадова. Ваха, ну, конечно, мы совершили много ошибок. Ну, глупо было бы сейчас это отрицать. Это наши ошибки, и мы должны их изучить, чтобы впредь и предательство мы должны изучить, и почему это предательство произошло. Кстати говоря, я буквально сегодня думал над тем, что нас взяли на крючок при помощи наших родственников. При помощи наших родственников. Мы, чеченцы, должны выработать такую стратегию, чтобы в следующий раз, если такое произойдет, чтобы нас, если оккупируют, и если еще произойдет, чтобы придумать, я не знаю, что это нужно сделать, это должны сесть умные люди, вместе согласовывать и говорить, придумать такую схему, которая гарантирует, что больше нас шантажировать нашими родственниками не смогут. Я не знаю, закон мы должны принять, я не знаю, взгляды наши психологические пересмотреть по этому поводу. Не знаю я, что для этого. Как-то клясться на Коране, если ты идешь в армию, там сражаться, что отказываешься от родственников. И не знаю, что я. Просто как я думал, что они нас вот этим взяли и зацепили, да, при помощи чеченоговорящих, которые им все рассказывали наш внутренний мир, наш менталитет, наши переживания, страхи, проблемы, да, это предательство. И мы должны зачистить предателей раз и навсегда.
это произойдет. Ни один человек, кто служил в фашистской России и убивал чеченцев, не останется безнаказанным. Никогда. Пятиконечные, девятиконечные. В чем разница? Републикан. Разница в том, что это решение парламента Чеченской Республики. Понимаешь? И вот поэтому там указано пятиконечные. Чем руководствовался парламент, когда принимал, делал пятиконечными, узор, герб, там все это там прописано, я не знаю. Но мне не важно это. Мне важно сохранить атрибутику. Если нам что-то не нравится, пятиконечное, будет девятиконечное, пожалуйста, парламент, демократические процедуры, меняем герб, там, это все можно делать, как мы пожелаем, да. Предатели есть сегодня среди нас в Европе. Да, Мели, об этом как раз я только что рассказывал. Конечно, есть. Так. Так, на пути Амата, ну кому? Так, Эдам, не ругайся. Есть такие национальная валюта, нахар, равный $1. Ну, я не знаю, доллару равный он или нет. Может, привязан к доллару, будет он, я не знаю. Это должны экономисты решать. Ну да, есть нахар. У нас тут в Германии напечатанные деньги. Паспорта, по-моему, в Великобритании, хотя могут здесь, в Мюнхене, в Баварии находятся наши деньги в банке. Там же, по-моему, или в Лондоне, или там же находятся и паспорта наши. 3 видов, друзья, 3 видов. Для тех, кто на пути Ахмад Хаджи, тоже добавь туда же. Да, добавил Адам. Шарячки сделали бы паспорт приблизительно такой, с луной, звездой и арабской вязью. Да, они могут сделать, пожалуйста, это их право. Волка не было на паспорте. Не было? Ну как, герба не было нашего? По-моему, был герб. Кстати, эстонец-блогер тоже смотрит. Я наткнулся на его канал, он, оказывается, звонил в эфире. Куда нас смотрят при. Кроме хорошей репутации, у вас есть нефть. Это огромная предпосылка для построения хорошего партнерства с США. Да, конечно, Андрю, абсолютно с тобой согласен. Как говорится, одной репутацией сыт не будешь. И да, у нас есть нефть. У нас есть нефть, у нас с вами, у грузин, у чеченцев есть хорошая, для нас оно, конечно, не очень, но если иметь достаточную силу, то геополитическое расположение Кавказа между 2 морей, как ворота, это очень удобно, кстати. И 3 моря, Азовское, Черное и Каспийское. Да, есть нефть, и я думаю, мы будем в том числе с американцами разговаривать по этому поводу. У нас, кстати говоря, вот эту нефть очень много лет забирали. И вот на протяжении многих лет неизвестно, куда девались эти деньги. Где деньги, как говорится, золото партии? Где эти деньги? Я не вижу этой ни поддержки, ни денег. Каждый сидит там, свой там баул завязал, где-то спрятал его и сидят. Ну, как говорится, пора уже метабол мегадерц, аджимал, да? Диорица войчен, шаш, ночи метабойш бабар, да? Ну, мета цеволшве гушхеру. Мета валла гушхеру. Шинду, горому дешник. Так, Закаев оппозиционер Кадырову. Да, Кадыров это внутрироссийская, Закаев и Кадыров это внутрироссийская оппозиция друг другу. Только так и никак иначе. Война в Украине это ни одного цента США не потратила, чтобы ты... Война в Украине это ни одного цента США не потратила, чтобы ты знался. И понимал, если ситуацию в этой войне в Украине, весь капитал в эту войну вложен из Армении, 30 лет с территории Азербайджана. Я не согласен, Ваха, с тобой, что ты говоришь здесь, потому что
Америка очень много уже сделала, уложила, и сейчас она понимает, что это бремя она одна тянуть не обязана. Она привлекает европейцев, которые, слава богу, понимают, что им нужно больше, чем Америке помогать Украине. Хотя все это инициировала, поддерживала изначально Америка и продолжает выделять, поддерживать. И на первом месте после, из всех стран Америка выделяет помощь. Да, Америка обновляет свое оружие, закупает новое оружие, как бы это, как в начале стрима я сказал, это не украинское государство Америка, это американское государство. Поэтому они думают о себе. Так, определенные круги уже созревают. Надо просто постоянно правильным блогерам и другим информационным центрам доносить нашу позицию. Асланбек, будем делать, будем работать. А если вы будете помогать, распространять ссылку, про тебя я не говорю, Асланбек, ты и так всегда держишь руку на пульсе. Но всем остальным, да, тоже помогайте, распространяйте. Да, Асланбек, просто 8-9 лет назад я картину помню просто. И все, что было здесь, когда я сюда приехал, как нас массово депортировали. Мы проводили митинги, чтобы нас просто массово, не просто поадресно, массово, чтобы нас не выпустили. Ну где мои эти модераторы? Вы этого будете убирать, этого спамщика, да? Так что вот так вот, Дион. Когда Ксения Собчак выдвигалась, то Пономарев за ней носил ее сумочку. Ну, Пономарев, вот почему Украине не дают оружие? Вот полностью оружие не дают. Столько гибнет людей, там, третье, десятое. Вот почему? Как вы думаете? А потому что там агентура сидит в огромном количестве. Американцы не могут отдать оружие, которое потом уплывет русским или же еще какой-нибудь трюк выкинет украинская там какая-нибудь там новая власть или там какая группа людей выкинет какой-нибудь трюк. Поэтому обязательно нужно понимать, что не только мы должны винить там в чем-то, если что-то не дорабатывает Америка, которая, кстати, нам ничего не должна, в себе искать причины в первую очередь. В Карабахе есть золотые горы так, что здесь? Золотые горы с приисками откуда-то все вывозили в Штаты. Асан, ты даже не представляете в Европе, что творится на Ближнем Востоке. Ну ты вообще сейчас закрутил золотые горы в приисках, откуда все вывозили в Штаты. А ты даже не представляете в Европе, что творится на Ближнем Востоке. Ну, вообще не запутал ты меня под конец своим Ближним Востоком. Ну да ладно. Так, Далмова, Адам, Далмова. Так, США покупает арабскую нефть чистую в огромных количествах и 40 лет это продолжается. Им чеченская нефть не нужна, а в первую очередь Кавказ это географически выгодный регион. Републикан, это не совсем так. У нас тоже очень на Кавказе, Каспийский шельф, там, у нас на Кавказе очень хорошая нефть, очень чистая нефть, всегда считалась такой чистой. Поэтому не только у арабов есть, и у нас есть. Ну, это посмотрим, да. Так. У Сырского мать в Рашке живет. Пойдет он маму освобождать. Ну, я не знаю, освобождать пойдет он или нет, но то, что у него мама там живет, на этом спекулирует, но это не повод для спекуляции, мне кажется. Сказки от Путина.
Наши парни окружили украинцев и предложили им сдаться. В ответ украинцы крикнули, что русские не сдаются. Хамзат, он такую глупость сморозил. На самом деле, я думал, Путин умнее. Да? Он такой тупой оказался. Просто ублюдок, просто упертый. Рецидивист со стажем. Когда он рассказал эту историю, я подумал, что он таким образом хочет американцам сказать, что мы, русские, не сдаемся. Ссылаясь на тех русских, которые за Украину, он хотел сказать, что он это тот русский, который не сдастся американцам. Но сказать прямо у него духа не хватило. Потому что это считать, это провести черту. Сказать, ага, вот как те, если... А на самом деле я уверен, что и русские, и украинцы такие были, которые не сдавались и гибли. Это бесспорно. Есть люди смелые, отважные и так далее. И вот он вот этим вот способом не может сказать, как те, кто сидит в том окруженном блиндаже, и сказать, русские не сдаются. Он так сказать не может, потому что он трус, в отличие от тех русских. Если они реально были, хотя они были, я не сомневаюсь, что такие люди есть везде, во всех нациях, народах. И вот ему нужно как-то американцам сказать, что русские не сдаются, типа я не сдамся, он хочет сказать, но одновременно сказать он этого не может, потому что того духа у него нет, потому что тогда надо все. И вот он пытается как бы и сказать, таким мягким, таким, можно сказать, таким шепотом он пытается разговаривать, это тоже трюки у него такие есть. И хочет показать, что вот он не, вот бойтесь меня, ничего он не сделает, ничего. Это трус, который хочет жить больше, чем я не знаю кто на этой земле. Так, давайте дальше идем. Может, в фонде Кадырова деньги от нефти. Но это те, которые республикан, это которые, когда уже оккупация была. Ну, ведь у нас Дудаевское правление было, Масхадовское правление было, там много же было, и огромное количество вывозилось нефти. И есть богатые чеченцы, и эти богатые чеченцы не проявляют активность. Нас депортировали, нас террористами называли, нас уничтожали. И вот эти богатые чеченцы, почему-то я их не видел все это время. И небогатому чеченцу пришлось чем-то заниматься. Почему-то богатые за все это время не обратились ко мне. Вот тебе выделим или президиуму выделим. Давай сделай, конференцию проведи, это сделай. Никто не вышел на связи, не предложил, давайте мы вам. Вот там какие-то деньги скидывают. А это тоже будет. А зато вот сейчас, когда ситуация изменится, все будут героями. Все будут. И те, кто воровал при Масхадове, кто воровал при Дудаеве, воровал при этом, кто сейчас богатенький сидит. Вот все тогда выйдут и скажут, вот мы тут герои, у нас деньги есть, мы можем нанять этих, можем сделать то-то и то-то. А когда народ на грани истребления находился, когда народу выкидывали из Европы, издавали, и уже хотели уже массу выселяли, нас отправляли, самолет набьют битком и отправляют, в том числе и Германия. И нам приходилось выходить с табличками вот, евреев, которых они когда-то отдавали, и неприятную такую акцию проводить, напоминать. Я им тогда сказал, сделайте тогда таблички для чеченцев, потому что их тоже там убивают. Для евреев, перед каждым домом, где проживали евреи, здесь в Германии, есть вот такие 10 на 10, 12 на 12 сантиметров, вот такие латунные таблички перед домом с именем, датой ареста, в какой концлагерь отправили и датой гибели человека. Перед зданием суда здесь в Гамбурге есть, в Берлине, ну везде, где. Особенно в центре, где мы жили, очень много евреев здесь, в Гамбурге, там очень много вот этих табличек. Я предлагал, сделайте тогда эти таблички. Вот не было этих чеченцев, вот не видел я никого, вот, кто нам помогает, кто там что-то делает, там, ну, видел, мало видел просто. И это были небогатые люди. Поэтому богатым тоже нужно немножко возвращаться, когда все хорошо, когда зарабатывают. Тогда хорошо, конечно, участвовать в дележе, в грабеже, разворовывании. А дальше? А что, когда все плохо, тогда
каждый сам за себя. Ну, посмотрим. Посмотрим. Слава Богу, мы в их деньгах не нуждаемся. Ну, за все нужно будет держать ответ. Да. Очень рад вас видеть, слышать. Ичкерия, Украина, родные, общее горе. Да, Виктор, спасибо. Дал муласан, сам маала считанные дни остались, буаца, дал мула, считанные дни дала, годы дала, войн разница, я не хочу, та ливень, та лишний шун, надежда, схирдугар алюхкан, из-за целесун, хотя надежда дела лесун, да, но из-за сенцах етак алла нага, са хаздеша алла молос, схирдугар, но и что дала, Байшок узадела, вен разнитец. Ой, так чё, ой, мэш дуи. Все, да ирчане дуйла. Ну, ой, цадага диз, ой, мох давату биз, ой, айдал долш, ой, роман сагат деш, ой, дала, да. И самое главное, жипи узубиз. Ой, дай наш буй, суни интересно, ну. Ичкери, а щащ строит и, суна, ой, дай наш жипи узборду. Вот и все, да. Как думаешь, кто натравил на чеченцев в Россию? Почему-то все чечен думают, но это не так. Россия сама по себе не наступает. Россия сама по себе не наступает. Лара, ну как не наступает? Россия всегда не наступает. Ты сейчас уже российскую пропаганду нам рассказываешь. Как она сама натравили на Россию? А кто натравил на Россию в 1944 году, когда все наши мужчины воевали, насильно, добровольно ушли, как сейчас в Украину гонят, отогнали, а женщин, детей, стариков на смерть отправили. Кто их тогда натравил, русских? Кто их натравил? Ермолова, кто натравил других, третьих, вот всю историю русские, которые лютой ненавистью нас ненавидят. Кто их? Их не надо натравливать, они нас лютой ненавистью ненавидят. У них планка такая, как ты относишься к чеченцам, вот все, значит, ты не русский. Если ты относишься к чеченцам хорошо, все, ты предатель, ты враг. Так же, как и к американцам. Ты слабый русский, если ты относишься хорошо. Ну, сейчас и украинцы добавились, а раньше это были чеченцы, американцы, евреи. Ну, вот всегда так было. Арслан, ты проделал огромную работу, люди просыпаются. Да, мула Аснабек, да, мула Аздинумдат, но люди просыпаются, это супер просто. Я вижу это, я вижу, просыпаются, и люди дезориентированы, Асланбек. Тагана, вот взрослый человек я, да, мне было, когда сюда я ехал, 10 лет, 9 лет назад, было 35 лет, мне было сколько, 36 лет. Ну, абсолютно, мне казалось, что я взрослый, понятный человек. Ну, я был шокирован тем, что... Представьте, 20-летние здесь, вот это сборище политиканов в чеченском вот этом политикуме, они меня шокировали. А представляете, как они 20-летних шокировали бы? Как бы они не поверили. Я не верил, когда мне вот они раскрылись, когда меня вербовать пробовали, когда мне все это делали. Я выгораживал. Мозг не мог понять этого, принять это. Это было очень странное ощущение. Но, слава Богу, да. Все отлично, да. Все отлично. Век живи, век учись, да. А мы хорошо учимся, быстро учимся, да, Алмула. Быстро ориентируемся в сложившейся обстановке. Каспий кишит нефтью и газом. Да, албанец, нефти, говорят, там очень много. Россия страна рабов, Россия страна дела, Россия страна для лохов. Просто обидно, что то, что живут там нормальные люди. Так вот, будь она проклята вместе с пути Ахмад Хаджи. Амин, 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 амин. В Сирии тоже война сделана искусственно. Украина и Сирия это одни и те же руки. Наваха, ты очень осведомлен. Еще бы доказательства, да? Доказательства нам твоих слов. Ассаламу алейкум из Израиля. Слава Украине, смерти оккупантам, свободу Ичкерии.
от азербайджанца. Свободу Ичкерии надо и точка, Ильгар, от азербайджанцев. А то получается свободу Ичкерии от азербайджанцев. Так я не согласен. Азербайджанцев мы любим и уважаем. Ва алейкум ассалам. Израиль, Азербайджан. Витаю вас. Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область с вами. Спасибо, Виктор. И мы с вами. Армия Власова и другие сдались, а там все были русские. Да, в армии Власова. И я, если честно, да, немец, Гитлер, в то время нацисты плохие, все. Нет, да, их идея была просто отвратительнейшая. Нацизм, что мы преобладаем над другими, завоевываем, создаем там Великий Рейх там, и так далее. Это все, я все отметаю. Но я с другой стороны посмотрел на вот эту армию Власова. На самом деле, я читал про Абдурахмана Автарханова, нашего чеченского профессора, которого тоже Россия обвиняла в том, что он там перешел на сторону немцев и так далее. Он говорит, что Власов, Абдурахман Автарханов, сделал больше для русских, чем Сталин, Малин, вот эти все вот эти упыри. Он спасал русских, он их спасал, вот этих пленных, которых там огромное количество оказалось. Он их обувал, кормил, выбивал у немцев там вот это все, что нужно было. Он как генерал защищал именно русских. Это был русский патриот. Да, Гитлер исчадие ада, а Сталин не исчадие ада. А Сталин разве не исчадие ада? Мне кажется, Сталин хуже, чем Гитлер. Гитлера осудили, признали, что бандит, плохой и так далее. А Сталина же не признали. Сталином за ручку здоровались, его там до небес возносили и так далее, и так далее. Поэтому история с Власовым, она непростая, скажем так. Уйти от людоеда, вот сегодня, например, украинцы, русские переходят на сторону Украины, сдаются в плен. У меня ни на секунду, да, русские всегда нас ненавидели, всегда были нашими гонителями, нас притесняли всегда, убивали нас, полностью пытались уничтожить. Ну, хоть положа руку на сердце, честно признаю, говорю, есть хоть капля у меня должна быть злорадства, вот, ага, трус, перешел на сторону, было и там это. Ни разу, ни один русский, который перешел на сторону, у меня в мыслях, в сердце не было злорадства над ним. Хотя я знаю, что они нас ходили и убивали, чуть-чуть приезжали, чтобы нас грабить и убивать. Потому что я не считаю это предательством, я считаю это здравым умом. Потому что то, что сегодня представляет КГБ СССР, ФСБ, ГРУ, это просто враг не только чеченцев, но и русских тех же. Поэтому как-то так, да. Как-то так. Алейкум салам, Тбилиси, Камаджоба Генацвали. Очень рады видеть и слышать вас. Спасибо, спасибо. Я по национальности русский, но вряд ли я бы стал кричать, что русские не сдаются. Я бы начал стрелять. Я знаю, что ты русский, Иван, ну, да, мне кажется, это сказка, конечно, которую он выдумал. Но с другой стороны, когда ты находишься в окружении и крикнуть, ну, вполне возможно, что такое могло произойти, правильно? Какой-нибудь там дерзкий русский оказался в окружении, он говорит, не сдаются, пошли вы все к черту. И так далее. Так, вообще-то, конечно, Путин выдумщик, это всем известный просто супер балабол и выдумщик. Да? Ну, вот такие вот на России президенты КГБшные. Так. А в этом мире быть честным и порядочным очень тяжело. Ильгар, я это уже понял. Это очень тяжело. Это правда. Это невозможно, я бы тебе сказал. Практически невозможно остаться в живых и быть честным. Невозможно. Невозможно практически. Так, давайте дальше. Ну, посмотрим. Сколько смогу, буду. А там
короче, похороните дело. Поймите, ночи, скоро Украина и Россия сделают переговоры, выпьют горилку, и все, шишки полетят в сторону одних чечен. Скоро это и будут эти таблички для имени чеченцев. Увидишь, брат, так будет. Я не думаю, что так будет, но я знаю, что в Украине есть много тех, кто нас ненавидит, чеченцев. И, ну, короче говоря, вот такие вот они. Ну да ладно. Мне Ингуш рассказывал, что в Ингушетии в 30-х годах выкачивают и вывозят. Нет, и после этого Ингушетия самый бедный регион России. Но это вообще уже ни в какие рамки не лезет. Да, совершенно верно. Выкачивают, конечно. Система в России устроена так. Каждый субъект, все, что налоги, нефть, газ, все забирается в Москву, в бюджет. И уже Москва, как барин, решает. Это не федерация. Не решает на месте регион. Например, регион себе берет какую-то часть и говорит, так, мы получили столько доходов, раздали своим жителям столько-то денег, можно оставшиеся отправить в Москву. Нет, такого разговора близко нет. Происходит все с точностью наоборот. Все уходит в Москву. А, например, если есть, например, какие-нибудь нефтяные компании, которые расположены, добывают нефть, например, на Ямале, на Кавказе, в Ичкерии, где угодно добывать нефть. Сами эти компании регистрируются в Москве. Да, она добывает нефть там на Ямале, на Кавказе, там где-то в Татарстане, еще где-то, но она зарегистрирована в Москве, эта компания. И налоги она платит в налоговую Москвы. Соответственно, бюджет Москвы, ну, бюджет в Москве все это поступает, уже из Москвы как бы. И складывается впечатление, вот эти все нефтяные компании, которые платят налоги в Москве, что это Москва такой очень богатый город, и так далее. А на самом деле, та же самая дотационная Ингушетия, она не видит этой нефти, она не видит этих денег. И все уходит туда. И получается, что не Ингушетия богатая, что она там куда-то отправляет, а наоборот, Ингушетия бедная, которая помогает Москва, так как компания, которая добывает нефть из Ингушетии, она зарегистрирована в Москве и платит налоги в Москве. Вот и все. И вот таким образом Ингушетия становится дотационной. И потом сидит какой-нибудь бич там в Министерстве там, финансов в России, сидит, когда приходит такой какой-нибудь там, кто у них сейчас там, вот этот доцент, как его, видите, что он вот этот, короче, из джентльмена удачи, доцент который. Вот он приходит и говорит, дайте денег, там, нужно пенсии, там, 3-10 дать. А ему говорят, ну, вы надоели, попрошайничаете, ходите там, ну, нате, возьмите. Вот как-то так. Так, поймите, так, это было, всю нефть выкачивают с Кавказа и дают им гроши. Думают, Рашка поддержит. Якутия тоже не видит свои бриллианты, сколько лес везут. Якутские бриллианты Руслан Кутаев все в себе прибрал. Все, нету больше у якутов алмазов, потому что Руслан Кутаев все себе забрал. Да. Честно быть легко, но больно. Легко в смысле, да, тебе не нужно ничего выдумывать, это очень легко в этом смысле, но непросто. А сам в свое время $100 не отправляли, а ведь могли кого-то спасти, русскому гаишнику надо что-то отдать для пропуска, да? Да, Республика. Так, Кельчумелвейнек, ва алейкум ассалам, шаверга, машуольшо. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ахмед. Надеюсь, после вашего разговора с Золкиным он смотрит тебя. Хочу напомнить ему, что он фашист и нацист. Так, Золкин, если ты смотришь, или кто-то знает Золкина, передаю привет от Ахмеда и от себя. Золкин фашист и нацист. Так. Сталин, который обещал построить рай на земле, стал причиной гибели 20 миллионов человек. Да, он, видимо, для этих 20 миллионов рай построил, он их в рай отправил. Потому что насильно, невинно убитые, Бог их должен простить, как нам говорят священные писания. Поэтому, видимо, он это имел в виду.
у русских нет русской республики. Да, Асланбек, они как бы подразумевают. Знаешь, почему это делается? Потому что если сказать, что есть русская республика, то русские будут говорить, ну живи в своей русской республике, не лезь к нам. А вот имперство, оно распространяется на всех. И вот таким вот образом вся Россия наша. И Ичкерия, и Дагестан, и все остальные, это их, так они считают, да? Так. Да, да, я видел про Монголию, что это, да, Россия. Да, да. А кто и как хотел создать государство Курдистан посередине? Нет, я не знаю, вах. Узкие не сдаются. Ассаламу алейкум ночи. Ассаламу алейкум Саламбек. Он сказал, что отец Зеленского воевал с фашистами, а сам Зеленский за фашистов. Хотя отец Зеленского с 1947 года, даже тут Путин соврал Такеру. Да, да, конечно. Так, Мича, ты не понял, Аслан. Он сказал, что украинцы, попавшие в окружение, крикнули на призыв русских сдаться. Он хотел этим сказать, что даже украинцы считают себя русскими. Ну, ну да, он это говорил, но я понял его так, что там были, ну, русские, да, этнические русские, граждане Украины, которые сказали, русские не сдаются. Вот как у нас Иван здесь, например, есть, который в ЗСУ служит. И в этом смысле я так это понял. И мне показалось, вот этот пример выдуманный, скорее всего, он его привел для того, чтобы показать, что типа мы украинцы и русские украинцы, это один русский народ, и они не сдаются, типа русские не сдаются. Вот я это так воспринял. مثلا يو أنا هاي должность Европе цахатли хатля эрсо скромном хердате, но человек дата эльчвейруаться и должность, что был, что шушедеше. Сундела просто король вонсо. Мегердуй со Европе король назначит вину, что да и он со должность. Мегердуй. Вот ишта мегерду Аслан король его величество, але мегерду не обязательно, но хайла босс. Мегерду. Надо готовиться к большой войне, говорит. Вот Корола, она, да. Как относится Максака? Вас давно не было у нее на канале. Очень хорошо отношусь к Марии. Просто не успевал, я даже стримы не проводил, работал. И, наверное, с этой или со следующей недели опять мне придется прервать. Наши стримы, так как нужно работать. В Кривом Роге ни разу ничего плохого не слышал от чеченцев, только очень хорошее. Спасибо, Виктор, спасибо. Представь, чеченец попал в окружение на призыв русских сдаться, чеченец кричит, что русские не сдаются. Представляю, Хамза, например, если, например, Абти Алаудинов окружат, он будет кричать, русские не сдаются, а потом сдастся, потому что он скажет, а я не русский. Это русские не сдаются, он скажет, а я не русский. Так. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Когда ночью попадают в окружение, они кричат, они нас окружили, значит, они от нас не уйдут. Да, да. Сталин просто подписывал выше нашу высылку. Это не его идея была, его круги были другие. Вот оно что. 100% американцы и евреи. Правильно, Вах? Угадал? 100%. Американцы ему сказали, наверное, Сталин,
так мешают эти чеченцы с ингушами на этом Кавказе. Ну, заодно там кабардинцев, калмыков, там кого получше, крымских татар и всех давай. Они так мешают. Наверное, в этом причина. Салам всем свободным людям, салам, салам это, салам. В Дагестане русских где-то 3%, в Чечении и Ингушетии еще меньше, но русские все равно хотят Кавказ не отпускать, их империализм зашкаливает. Да, это так. Республикан, так это не мне. Я думаю, всем дагестанцам надо признать ошибки своих земляков и изменить и извиниться за них, и в дальнейшем предать этих преступников суду. Совершенно верно, Эд, совершенно верно. У нас здесь появляются дагестанцы, у меня на канале есть. Я не знаю, кто эти люди, конечно же. Хочется верить, что там есть и порядочные, уверены, есть и КГБшники, там, ну, свои менты, там разные, кто у нас тут ошивается. А так, и отвлекся на комментарий. А так, дагестанцам, конечно же, нужно открещиваться от всех вот этих военных преступников, которых в Ичкерию посылали, сейчас в Украину посылают, вот эти потомственные военные, так сказать. Да? Поэтому, да, это нужно дагестанцам тоже, как нам избавляться от кадыровцев, нужно, ну, начнут ли они. Как-то так. Месье Хрикцаумха Толшворсо, но если ты король, то не знаю, что-то получится у нас. Но попробуй, Дион. Попробуй. И можешь ведь сундагацировать. Я вообще, Ильгар, о нем не думаю. Абсолютно мутнейший чувак. Мутнейший просто. Проживающий в Швейцарии, да. Хотя, ну, кто окажется рядом с Закаевым? Хотя я ему прямо все это рассказывал. Он меня слушал, а что случилось. Я ему все рассказал. И как будто ничего. Ну, они такие привычки, они мне названивают. И говорят, что случилось? Там есть один там в Норвегии живет, другой в другом месте живет. Что случилось? Боже мой, как с тобой так поступили? Тебя вербовали. Боже мой, как нехорошо. И тишина. Я все разберусь, я поговорю с Закаевым, я это разберусь. А я рассказываю, что было. И вот они, каждый мне названит, и этот звонил, и другие, и чеченцы, и другие, третьи. А я рассказываю, мне говорят, ну что случилось? Я говорю, так и так случилось. Да. Как будто они мои друзья, они так вот, якобы в душу лезут. Один раз сделали, второй раз сделали. Думаю, нет, больше все, хватит вас, короче. Я всех под подозрение, да, всех, кто здрасте Ахмед Закаеву говорит, кто рядом с ним находится, под подозрение. Никому не доверяю его. Вы не могли этого не знать. Вы не могли этого не. Если бы вы говорили бы днем и ночью об этом, я бы не попал бы в эту ловушку. И теперь другим я не дам в эту ловушку попасть. Да? Так. Ошибка была наша, что мы считали, что русские это умные люди лишь потому, что они красиво говорят на русском. Ну, русские без ошибки говорят. Ну, не все, правда. Ну, дураками русских тоже считать не надо, я вам скажу. Да? Дураки нет, не строят такое большое государство, дураки, да.
Так, совести у ФСБшников не бывает. Да, вот эти ФСБшники, вот они, да, они представляют бессовесть, это самые мерзкие существа, которые есть на этой земле, да. Ты в судный день ответишь, говорит. Ты тоже, кстати. Валейкум ассалам. Да, Нашхо Эльдаров пытался вербовать, да. Его настоящее имя Руслан Сулейманов. Аслан, крысы очень умные и хитрые. Да, да, это точно. Хитрые. Знаете, самое, вот почему вот Россия такая большая, такая мощная, ну, самая большая страна в мире. Дело в том, что самый большой способ вот, у власти, народ это отдельно, русский народ отдельно, их взращивают, как сейчас мы видим, кадыровцев сейчас там напихивают, там пропаганда, информация, точно так же русским. Первые по информационной, психологической обработке, воздействию являются чеченцы на постсоветском пространстве, нынешнем вот в этой фашистской Российской Федерации. Но на втором месте, на первом месте это значит, ну просто тотально просто давление идет на чеченцев. На втором месте с таким же политическим, психологическим, моральным давлением, экспериментами переделывать. И дело идет на русских. На втором месте, вот из всех народов. И вот посмотрите, как они любят тогда русских, какие они патриоты русских, если они такое делают над своим же народом. Мы-то как такие непослушные, непонятливые, непокорные там. Понятно, с нами-то надо им бороться. А этих своих, они из них делают материал, они из них делают инструмент, чтобы другие народы завоевывать. И кого завоевывают, их делают русскими. Потому что русский нет такой национальности, это искусственная национальность. Это в прошлом, вот эти, да, 10 поколений назад, там, 200 лет назад, это разных национальностей люди, которых объединили, дали им язык русский, искусственный, кстати говоря, и обозначили, как у американцев, обозначили русскими. Точно так же, например, они казаков сделали русскими. Всех казаков вырезали. Кто остался, покорился, вот он стал русским. Вот точно так же. Вот дагестанец, которого вчера, позавчера мы обсуждали, и вчера мы с тобой, это с тобой тоже, или сегодня обсуждали. Он русский, он почти без акцента говорит, но даже если он говорит Кадыров, например, он русский. Все, он уже пополнился, вот, погрузился в эту систему. Единственный немножко язык нужно выучить. Как-то так, да. А так умные, да, и хитрые. И самый сильный их козырь – это мимикрирование. Вот я самую главную мысль не досказал. Это мимикрирование. Они подстраиваются. Вот эта система, сейчас они будут на коленях. Я еще года 3 назад говорил. Я самое, чего боюсь, что вот эта власть фашистской России упадет на колени перед американцами и будет им пятки лизать. И они их простят. Я не боюсь, что они упадут на колени и будут пятки лизать. Я об этом говорил, если кто помнит. Но это произойдет просто 100%. Я боюсь, что американцы согласятся и скажут, ну ладно. Вот здесь еще пяточку долежи, и вот эту пяточку долежи, ну и все, и ладно, прощаю тебя. Я вот этого боюсь. Где мои эти, давай, антиамериканизм запрещен, сразу бандио. Хватит мне тут писать. Так, что ты мне прислал? Запрос прислал. Сейчас посмотрим. Валейкум ассалам, ахе. Акцию Аслан Хамзатович, мою хапузек, ахе.
Суга Кан на WhatsApp, мой WhatsApp есть в TikTok, в первом видео закрепленном, там я свой номер говорю. И если ты зайдешь на YouTube канал, ты там найдешь под каждым видео, особенно под трансляцией, под каждым видео, там есть мой WhatsApp номер. Завтра до 18 вечера в рабочее время напиши мне, если тебе, ну я просто не все понимаю, что ты тут говоришь, и ну здесь очень мало ты пишешь, поэтому напиши мне, и чем смогу, да, алмува, сейк да луштик, в общем, да иду хон, да, алмува. Так, давайте дальше. При развале СССР гибнюки работали швейцарами, и их жены многие на панели. Совершенно верно, Асламбек. Когда произошел развал СССР, произошла вот эта мимикрация, они все залегли на дно, они вылизывали пятки американцам, так что американцы уже ходить не могли, у них пятки уже были до того уже вылизаны, да. И сейчас я боялся этого, и скорее всего к этому сейчас снова идет, но я не боюсь, что они будут пятки вылизывать, я боюсь, что американцы опять окажутся слишком сердобольными, а для нас это смертельно опасно, для нас, для чеченцев, для украинцев, для грузин. Сердобольство американцев в 40-х годах, которые поставили там Ленд-Лиз, там Студебекеры были такие машины, если помните, нас депортировали, вернее убивали, геноцид совершали голодом, холодом, под видом депортации на этих Студебекерах. Когда началась первая русско-чеченская война, Америка выделяла кредиты, помогала, чтобы Россия не сдохла просто, потому что у нее оружие химическое, биологическое, атомное и так далее, это опасно. И не хотели Советский Союз разваливать. Это нам тоже обошлось в геноцид. Поэтому, конечно же, сердобольство это очень хорошо, но нужно и смотреть, что и с нами происходит. Мы так уже заканчиваемся. Чеченцы фактически заканчиваются. Чеченский язык на грани исчезновения. И благодаря ЮНЕСКО, которые внесли наш язык в список исчезающих языков, он как-то сохраняется. Но еще одна третья, так называемая чеченская, которую нам готовят русские либералы, там и украинские разные там деятели пытаются нам это все устроить, она может привести к тому, что чеченцы просто закончатся, физически закончатся. Останутся здесь в Европе, там, тут, там, третье, десятое. В Чечне поубивают и, ну, все, в принципе. Поэтому, конечно же, не хотелось бы, чтобы вот эта мимикрация русских снова же. И вот мы должны доносить до американцев. И русские вот эти ФСБшники, они будут нас убивать за то, чтобы мы не доносили эту правду до американцев. И я очень на это рассчитываю, что хотя бы сейчас, в этот раз американцы обратят внимание и скажут, ну, хотя бы давайте обратим внимание к этому многострадальному чеченскому народу. И давайте будем как-то с ними, ну, дадим им право, элементарное право на жизнь просто, и все. Пожалуйста, одна просьба к вам большая, евро-чеченцы. Вахас, теперь ты себя окончательно выдал. Мы не евро-чеченцы, мы чеченцы. Понимаешь, если нас называть евро-чеченцы, то можно называть евро-чеченцами всех тех, кто находится в Ичкерии. Потому что мы территориально Европа. А евро-чеченцы это, или евро-ичкерийцы, евро-чеченцы, это термин, который нам пропаганда приписывает. Пожалуйста, не вписывай его. Не утверждай его.
Да, Аслан, ты говорил, опасайся, эти опасения не беспочвенны. Войн бойзи рэска межгидейр бойск. Да-да, вполне могут, Леон. Путин делает так, чтобы эта структура заново стала нужной, сами создавая проблемы и решая. Абсолютно при. Это супер их визитная карточка. Как бандюги наезжают на коммерсанта, на ларек какой-нибудь наезжают, а потом другие приходят и решают. А так они все заодно. Вот то же самое они это делают. Создают проблемы и потом сами же их решают. Ислам, все хорошо у тебя? Да, Ислам, все отлично. Да, Бухаста. Так, давай кривой, давай кривой. Adam, hoduk varag, mayazdin, dachi machiti i vostolum stats. Hosa moderator у, hot emlo вац, hot он беш вац, а язя шельчена, вай куча правозащитник шмадует, а у нас бой шпризи еще а ешиш, мочить будем, а? Кем нужно быть, чтобы после всего, что они сказали и говорят Америке, у Соловьева и других после этого идти извиняться? Пусть достойно примут закат Рашки. Но дело в том, что не эти пойдут, не Соловьев пойдет. Американцы не простят ни Соловьева, ни Патрушева, ни Путина. Этот вопрос с ними, ни Кадырова их не простят. Так-то американцы, они сердобольные. Но когда их касается, они не прощают. Да? Это если нас касается, это мало волнует многих. Да? Вообще никого не волнует, если нас касается. Поэтому к Путина и Кадырова с Патрушевым, Соловьева прощать не будут. Придет Надеждин, Мильвар, Навальный, овальный, квадратный, круглый, там, какие там они придут. Вот они их могут, да, сказать, ну ладно, с этими мы будем иметь дела. Вот о чем разговор. А это все, это уже все. Этот материал уже не рукопожатен, да. Аслан, сейчас непростые времена. Все, кто живет в оккупации, будьте очень осторожны, образовывайтесь, учитесь и берегите своих близких и родных. Набирайтесь терпения, не поддавайтесь на провокации. Да, это совершенно верно. Об этом мы предупреждаем. В первом обиходе Россию империей зла назвал Абдурахман Ав-Тархан. После этого крылатую фразу использовал Рейган, который с большим уважением относился к нашему соотечественнику. Да, совершенно верно, Дон Кихот. Именно так и было. Империя зла – это выражение вышло из-под пера Абдурахмана Ав-Тарханова. Кстати сказать, вот это немножко нескромно, ни в коем случае не претендую на роль Абдурахмана Ав-Тарханова, но беспримесное абсолютное зло, беспримесное зло, я использую этот термин. И недавно его использовал в своем выступлении Джо Байден. Так что беспримесное зло теперь, империя зла уже в прошлом, сейчас уже и беспримесное зло. Он как по-другому добавил еще, беспримесное абсолютное зло, по-моему, так было сказано. Бакинскую нефть грабили Сталин и его дружки. Если бы он не стал бы главным, то это был бы обычный зэк. Да, как и Путин, в принципе. Кадыров уй Аслан и вахбор. Кадыровец удер Адам. Просто вай уй мочить будем, может. Потому что войдите шмаяц, хоча. İşte düşün вай. That's вы, например, хич положение долларе, вы мелчо заявление, чудеч, мелчо и вытервается, знаешь, ну как почему водой. Но чехила мек Адам.
В Америке нужен такой президент, как Гарри Труман, Джон Фиджеральд, Кеннеди, Рональд Рейган, Джордж Буш-младший. После Буша-младшего всего президента какие-то мягкие, поэтому Россия ведет себя нагло. Может быть. Познер, который работал в советской пропаганде, имеет американское гражданство, выступает в их университетах. Почему Соловьева не простят? Эвент, я думаю, что Соловьева не простят. Соловьев разжигатель очень большой войны. Познер еще с советских времен, как мы знаем, вместе с Донахью вел передачу Телемост, там Америка, там Советский Союз, там 3-10. И Познер никогда не грозился Америке, там, но он был фактически другом Америки, хоть и КГБшник, как и пропагандист, но играл роль друга. Поэтому нет, не нужно сравнивать Соловьева и Познера. Соловьев много уже себе сделал, да, что его не простят. Да. Ассаламу алейкум. Дику алейкум ассалам. Ашвой. Бороду отпустил, посидел немного, из этого спросил. Нет, Ислам, я просто на работе был постоянно. Начал расти, я ее оставил, думаю. Начал работать. Нам тут проблемы создали некоторые товарищи, да, и нужно было уходить из ситуации там, ну так, пакостят по мелочи, да, ну, всех прощаем, да. Поэтому так, а седой, я давно седой, да. Ассаламу алейкум, Азербайджану, ва алейкум ассалам. Да, Фил Донахью, да, Познер и Донахью, помню я эту передачу, маленький я был, конечно, но я помню. Познер и Донахью, или Донахью и Познер назывался. Так, друзья, мы 1,5 часа в эфире. Я думаю, на сегодняшний стрим можно заканчивать. Завтра делаю анонс. Завтра на русском языке будет платформа открытого диалога. На странице Telegram Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Я вас всех приглашаю, всех зову, заходите, общайтесь. И не забывайте, Telegram это не для тех, кто находится в России. Потому что это ФСБшная, КГБшная программа. Но так как там наш президиум, я там нахожусь и вас всех тоже приглашаю. Позднее вел себя как интеллигент, а Соловьев расслабился и проявил все низменные качества человека. Да, фашиста, если быть точнее. Спасибо вам, Виктор. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Джовиш, салам алейкум, ва алейк салам. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Слава Украине, друзья. Адикюэль маш оль. До завтра и до послезавтра, ну и так далее. Всего хорошего, друзья. Адикюэль маш оль, бюстия, колель машеля, эдам, хамзат,